господа казаки, слово предоставляется верховному атаману Всемирного союза казачьих атаманов, казачьему генералу Захару Юрию Филипповичу. Итак, братья-казаки, внимание. Подчеркиваем, что мы представляем не русскоязычные, а национальные казачьи организации Республики Казахстан и мира. Констатируем, что главная беда нашего народа идет сегодня со стороны праволиберальной высшей бюрократии России, принимающей в штыки возрождение национального самосознания казачества и делающей очень много, чтобы этому помешать. Сегодняшнее очень непростое положение российского государства было заложено, как бы это ни хотелось кому-то отрицать, в 1917 году, когда казачество и русский народ, как государство, образующее нас, стали инструментом осуществления идей большевиков-интернационалистов в России и в мире. Лозунгами расказачивания была начата денационализация нашего народа, превратившего его в Иванов, родства непомнящих. Да, мы одержали великую победу над фашизмом, но одержал ее на тот момент еще помнящий себя православный русский народ. Свою немалую толику в эту победу внесли пропорционально своим возможностям и другие народы Советского Союза. Но абсолютное бремя войны и восстановление народного хозяйства легло, конечно, на нас. Послевоенное восстановление, коллективизация, индустриализация, освоение селенных и залежных земель, но прежде всего уничтожение православной и национальной духовной основы казачества и русского народа аукается сегодня через десятилетия страшным демографическим кризисом. Владимир Владимирович, вот корень тех бед, ликвидив которые вы в короткие сроки, как президент, спасете Россию от распада и сползания в пропасть бесконечной усобицы исторического небытия. Расказачивание привело нас на край гибели. Возвращение к казачеству будет нашим возрождением. Именно этот шаг дает возможность поставить рядом и объединить усилия православной и мусульманской части России по возрождению величия нашей исторической Родины. Мы уверены, что не энергетической безопасностью мира должен быть озабочен сегодня русский президент, а, как вы правильно сказали, сохранением и приумножением русского народа, без которого немыслима российская государственность. Нам глубоко безразлична Россия китайская, даже православно-китайская, или демократическая и процветающая Россия, как географическое понятие, если на этой земле нет места казакам и русскому народу, нашим детям и внукам. Казачество, как воинство Христово, должно сыграть решающую роль в возрождении современной России. У России для этого есть все. Есть ядерное оружие, которое остановит любые орды, хоть с запада, хоть с востока. Есть тысячелетняя история страшных трагедий и великих побед. Есть разделенный сегодня, но триединый, как наш Бог, Святая Троица, Бог Отец и Сын и Дух Святой, русский народ, украинский народ и белорусский, а я всегда добавляю и казахский. Родной мне народ! Люба, казаки! Люба!